Здравствуйте, с вами Сабина, это канал Суполка Студбай. И сегодня я поговорю с Александром Шалыгиным, это бывший студент БНТУ. Поговорим с ним о репрессиях, о том, как он сейчас живет и о том, насколько готово студенчество к переменам. Привет, Саша. Привет. Сразу уточняю, что я знаю Сашу лично, поэтому мы не общаемся на «вы». И начну я с первого вопроса о том, чем ты занимался, что ты делал в Беларуси до протестов 2020 года. Я учился в БНТУ и, в принципе, в политических каких-то там протестах или действиях там вообще особо не проявлял себя, только за исключением весны, когда началась вся вот эта движуха с коронавирусом, и когда они хотели вводить дистанционное обучение, вот тогда только, немножко проснулся и начал отстаивать как-то свои права и так далее. И все, собственно, да. Но интересовался ли ты, в принципе, политикой до событий 2020 года, или для тебя 2020, как и для многих, стал такой бум? Пробуждение? Я знал, что все очень плохо в стране, но я не думал, что можно все изменить. Я не думал, что выборы станут какими-то там другими, что будут отличаться от того, что было раньше. Думал, что нельзя ничего поменять. Но потом, когда опять-таки коронавирус произошел, я понял, что власть вообще не заботится о своих согражданах, и что зачем вообще нужна такая власть, которая о нас не беспокоится, она не работает, не выполняет свои функции. И тогда еще и начались выборы, предвыборная кампания, начали появляться кандидаты, и они очень так набирали обороты активно. И поэтому потом уже больше начал верить в то, что что-то может получиться из этого. И тогда очень сильно начал интересоваться политикой. То есть, получается, с весны где-то. Да. А что насчет, мы поговорим уже больше предметно про БНТУ. Есть такая, не знаю, миф, наверное, БНТУ, может не миф, может ты это подтвердишь, что БНТУ — это самый репрессивный университет, в принципе, за эту историю, пока были протесты. И они продолжаются сейчас. Правда это или нет? Да, это так. То есть, насколько я помню, после забастовки 26 октября отчислили 54 студента сразу, это был рекорд. И, конечно же, потом еще больше отчислялись, и многие забирали сами документы, в том числе я тоже сам забрал документы. Это правда. А что насчет администрации? Я слышала, что администрация в БНТУ — это прям очень близкие люди к Лукашенко, и что они настолько к нему близко, что, действительно, рекордное количество отчисленных ребят. Неудивительно. Действительно, это все так с администрацией плохо, как описывают? Я не знаю, насколько они близки с Лукашенко. Да, есть какие-то слухи, что наш ректор Харитончик, он, и обнимается с ним, здоровается, улыбается, все такое. Насколько близки с Лукашенко, не знаю, но там в администрации у нас сидят, лукашисты, можно сказать. Они очень, они поддерживают нынешнюю власть? Да, поддерживают нынешнюю власть, скорее даже поддерживают не власть, а репрессивный аппарат, такое ощущение, садисты какие-то. И есть там очень интересные персонажи в администрации. У нас, например, есть, проректор по безопасности, кажется, КГБшник как бы. Что он делал? Он появился, получается, где-то в конце осени вроде или зимой, я точно не помню этот момент. И на нем сейчас держится весь универ. То есть ни один приказ не уходит без его ведома. Он, в принципе, очень много приказов издает, очень много репрессивных приказов. Очень много позапрещал всего. В общем, можно сказать сейчас, что... Оккупация в БНТУ. Да, универ сейчас принадлежит КГБ, можно так сказать. А ситуация, когда университет принадлежит КГБ, и когда еще тогда, в те времена протестные, когда студенты выходили и так далее, ОМОН буквально жил у вас в университете. Каковы ощущения от того, что ты должен мириться с тем, что в свой альма-матер заходит спокойно мусор? Конечно же, это беспредел. Я сам видел это, понятное дело, в коридорах стояли просто тихари какие-то, даже немножко общались с некоторыми из них.
И, ну, это ужас, это непонятно, почему они стоят. С другой стороны, и плевать как-то на них, типа, можно протестовать и в присутствии их, ну, поэтому... Да. А как, в принципе, помнишь ли ты этот момент, когда начали зарождаться протестное настроение в БНТУ? И помнишь ты момент, когда вот там прям уже не 2 человека, а кучка людей решила, что вот мы выходим? Ну да, я помню, ну, такой однозначный момент был, вроде как где-то конец августа, и тогда мы впервые собрались у главного входа по НТУ, у ворот, и ну, просто собрались, просто общались, какие-то там заявления на выход из БРСМ там, ну, подавали, подписывали, вот, просто общались, там было, может, человек, я не знаю, там 20, может, максимум 30. Вот, то есть, да, какая-то первая такая протестная активность появилась. Ну, тогда же, да, и появился и канал там, БНТУ 97. БНТУ 97 вроде, да. Вот, и да, тогда вот и началось все, и как-то начали потом все больше и больше там набирать людей, и, ну, подписчиков больше становилось в канале, там все такое. То есть больше людей стали узнавать о том, что происходит в университете, на самом да, деле. да, конечно. Вот, и потом у нас же 1 числа задержали Вику Гранковскую, сейчас она политзаключенная, да, и тогда это тоже, ну, как бы шокировало очень многих. То есть это вроде как в принципе был первый случай, когда на территории университета задерживают человека. Вот. Ну, тогда еще больше включились, конечно же, в протестную активность. Вот. Но хотя хочу сказать, что в БНТУ как-то, ну, не так много протестной аудитории в сравнении там с БГУИРом или там БГМУ, каким-нибудь МГЛУ. Вот. Но все же есть. На БНТУ все-таки подключился активно и один из первых, если не ошибаюсь. Да, да. Вот смотри, ситуация с политзаключенными студентами, я это знаю, что 2 человека как минимум из БНТУ сейчас являются политзаключенными. Сейчас проходит вот это дело студентов, суд над молодостью. И последнее слово ребят, читал ли ты его, как отреагировал и какие эмоции это у тебя вызвало? Ну да, конечно, я читал и слушал аудиозапись их последних слов. Ну, мне очень грустно смотреть на это. Я понимаю, что это траур для всего студенчества, для всей молодежи. И такие прекрасные люди сейчас сидят. И, ну, я не знаю, очень грустно было это слышать все. Но, с другой стороны, конечно, они молодцы, они держатся. У них нет выбора, они не могут там не держаться. Там, если ты начинаешь грустить, то все. Вот. У тебя же тоже был опыт отсидки, да. 2 суток. Как это произошло, что ты оказался за решеткой? Почему? Ну, это немножко забавная ситуация, потому что меня задержали на женском марше 29 августа. И тогда вообще вроде как по всей стране задержали там, ну, насколько я помню, что ли 13 человек. Вот, и я просто, короче, ел шаурму после марша. Уже все расходились, но я просто стою такой с флагом, как бы купил шаурму и кушаю такой. И смотрю, нас с другом вместе окружают там 4 или сколько тихарей. Мы, ну, как бы все, поняли, что все. Доели хоть шаурму? Ну, в участке уже доели, дали докушать, сказали, что не скоро поедите. Вот, поэтому, какие были условия содержания? Ну, на самом деле, ну, это был конец августа, тогда уже более лояльно все было, более спокойно. Конечно, я, ну, не хотел бы вернуться туда, но я бы не сказал, что там происходило что-то супер ужасное по отношению ко мне. Да, условия плохие, еда, ну, едой это не назвать, но, ну, что есть, как бы. Я там старался держаться позитивно, держаться молодцом, как бы, чтобы как-то скоротать это время, чтобы оно не казалось таким ужасным. Может, поэтому у меня и остались такие более-менее нормальные впечатления, не знаю. Ну, вот эти впечатления, опыт, который ты пережил, как ты его применяешь сейчас? Повлияло ли это как-то, в принципе, на твою жизнь, вот эта отсидка? Ну, я не знаю. Ну, вообще, она повлияла на меня точно, потому что я помню, как я очень разозлился, когда я попал туда. То есть обычно, наверное, людей это должно больше как ломать, а у меня было наоборот, я захотел полностью, ну,
Быть активнее? Да, быть активнее, я хотел дожать ситуацию, и я знал, что, скорее всего, у меня будут проблемы с универом, из-за этого, хоть они у меня еще не начались, я уже знал, что я буду разваливать университет, вернее, стараться, вот, и, ну да, то есть определенно на меня это повлияло, я, ну, стал, наверное, и более серьезнее относиться к этому всему, то есть, ну, как-то подходил уже так, да. Угу. А вот сейчас ты находишься в Литве. Что ты делаешь? Чем ты занимаешься? Не жалеешь ли ты, что тебе пришлось уехать из Беларуси? Ну, конечно, я очень жалею. Я вот как только уехал, я, в принципе, сразу начал думать о том, не поторопился ли я, мог ли я сделать что-то еще. А я, конечно же, мог. До того, как меня бы там взяли или там еще какие-то проблемы начались бы. То есть, да, каждый день я об этом думаю, каждый день я жалею, что уехал так рано, что не смог еще сделать там каких-то дел, не знаю, попротестовать или там нанести какой-то урон режиму, ну, не знаю. Сейчас я занимаюсь, ну, состою в стачкоме БНТУ, как бы, и продолжаем там какие-то писать новости, какие-то инициативы там, ну, поддерживаем наших студентов, да. Ну, как-то так. Да. Есть ли у вас сообщения о том, как обстоят дела сейчас в БНТУ в плане репрессировать студентов, трогают их, не трогают? Да, их трогают. Вот у нас даже последнее, ну, может, я не помню, 2 или 3 недели назад было активное задержание наших студентов. Там чуть ли не каждый день задерживали, вернее, каждый день, вроде на протяжении там, всей недели задерживали студентов. И одного даже задержали, не дали ему закончить университет, не дали ему диплом. Его прямо перед защитой диплома задержали. Вот. То есть ничего не закончилось по факту? Конечно, нет. В плане репрессий и так далее. Все продолжается в Беларуси? Да, до сих пор репрессируют людей. И даже наши ребята у Озаренка появляются на канале с какими-то там признаниями, что они что-то там наделали якобы. Да, все продолжается, репрессии продолжаются, ничего не окончено еще, да. В день народной забастовки лично я фанатела и болела за студентов, несмотря на то, что надежды все были на рабочих. Какие у тебя были ощущения от того дня? Я так понимаю, ты еще тогда был в... Нет, не был уже в Беларуси. Нет. Но что говорили твои ребята, друзья, с которыми ты знаком, которые туда вышли? Было ли это чувство победы? Хотелось ли победить или ну, что они ощущали в тот момент? Там же были большие задержания и так далее. Да, ну, в общем, да, студенты тогда очень ярко себя показали, и да, действительно, тогда была, ну, такая самая большая группа протестующих на территории БНТУ, ну, имея в виду в рамках БНТУ, то есть поставили тогда рекорд, можно сказать. Было действительно очень много людей. Не знаю, насколько чувствовали, что это победа и типа того, но все тогда поверили, все тогда вышли. Да, вот и задержали порядка там 50 человек, около того, и их всех поочистяли потом. Это только из БНТУ? Ну да, да. То есть, конечно, да, это все страшно. После этого и многим пришлось уехать из страны, там, поступать там, в Польшу, в Литву. Да, это все было. Вот. Ну да, как-то так. В любом случае, какие сейчас настроения в стачкомах университетских? Какие сейчас настроения среди тех, кому нужно было уехать? Кто до сих пор сидит в Беларуси, но не может, в принципе, даже и слова сказать против? Какие сейчас настроения в студенчестве? Ну, насколько я знаю, ну, у нас, конкретно наш стачком, мы понимаем, что это, ну, уже как-то игра в долгую, это затягивается все, и, ну, мы думаем, как бы, что делать будем уже там с Нового года, и как начинать все по новой там раскачивать, все такое. Насчет других стачкомов не знаю, ну, у каждого там свои планы, свои мысли. Насчет самих студентов, вроде как, ну, сейчас так понятное дело, что уже и каникулы, и все такое, и как-то не попротестовать в универе, ничего там и не поделать, не попартизанить. Вот. Ну и новостей меньше становится, да, конечно, новостей. от студенчества на самом деле. Да, меньше. Вот. Но
На самом деле по-разному. У нас же вообще сейчас в Беларуси по-разному. Разруха. Да, кто-то верит, что что-то может изменить там санкции, кто-то не верит вообще ни во что. Ну, А ты абсолютно веришь? по-разному. В то, что санкции могут разрушить? Нет, в принципе, в победу, и как ты ее видишь? Ну, Ну, лично для тебя. я знаю, что кризис до сих пор не решен, он должен подойти к своему концу. Я не знаю, когда это точно произойдет, но обязательно это произойдет, обязательно снова поднимется градус в обществе, все опять вспыхнет, и тогда уже будет шанс воспользоваться этим грамотно моментом и все сделать красиво, как бы победить. Но когда это произойдет, я, честно говоря, не знаю. Это может быть... Ну, зависит, конечно, от реакции людей. Вот сейчас, например, очень большие репрессии просто там в гражданском обществе. Я думаю, это очень злит людей. Это может поднимать сейчас градус даже. И, не знаю, просто по щелчку какому-то может все произойти. Это же такое дело, как бы. Вот я очень сильно верю в студенчество, и я всегда думала о том, что именно студенты, в силу того, что, возможно, мы не так запуганы системой, мы не так сильно с ней сталкивались и видели, что она творила, именно мы не отступим от этого всего, и даже если это будет игра в долгую, мы все-таки ее доведем до конца и выиграем. Вот веришь ли ты в студенчество и в то, что именно студенчество и молодые люди Беларуси смогут сделать эти большие перемены? Да, конечно, студенчество — это огромная часть, они очень активные, они молодые, они свободные, они как раз-таки и будут, скорее всего, теми, кто будет вселять надежду и в взрослых людей, потому что когда протестуют дети, то уже и родители должны подключаться как-никак. Вот, поэтому, конечно, они окажут огромное влияние, они могут разжечь революцию, то есть все может быть, конечно, студенты способны. Есть ли что-то, что бы ты хотел пожелать тем студентам, которые находятся за пределами Беларуси, тоже также репрессированы, или тем, кто находится все еще в Беларуси? Есть ли что-то такое, что бы ты хотел им сказать? Ты можешь сказать. Ну, я бы хотел сказать, что те, кто за Беларусь... За пределами, да? Да, за пределами Беларуси. Вам остается только учиться и... Набираться ума. Да, набираться ума и возвращаться квалифицированными уже специалистами. Те, кто более активные люди, вы понимаете, что при возможности можно будет вернуться в Беларусь и помочь протестующим, помочь в революции. А те, кто в Беларуси, я вам желаю максимально сейчас обезопасить себя, лучше сейчас готовиться к финальной, грубо говоря, битве. Лучше сейчас не подставляться лишний раз. Лучше просто готовиться, ждать момента и потом реализовать уже наши действия как надо. И главное держаться вместе. Спасибо большое, Саша, за то, что поговорил с нами. Это был канал Суполка Студбай. Живе Беларусь! Живи вечно!